уважаемые коллеги, мы очень рады, что вы нашли профессиональную возможность провести вместе с нами заседание, которое будет посвящено очень важным профессиональным вопросам. Я бы хотела обратиться к вам с информацией, которая у нас обозначена в повестке. Коллеги, вы получили повестку? Да. У нас будет с вами 3 вопроса. Шеф Алексеевич, вас ждут. До 3 часов надо. Нам необходимо рассмотреть 3 вопроса. Начну я с информации, которая, я думаю, что всем вам хорошо известна. Итак, уважаемые коллеги, указом главы Республики Коми от 15 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности 16 марта реализация образовательных программ в общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального образования регламентирована с использованием дистанционных образовательных технологий. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми приказом от 16 марта номер 222 ввела в систему дистанционного обучения как необходимую меру для организации образовательного процесса во всех образовательных организациях. На прошлой неделе с участием Натальи Владимировны Якимовой на нашей базе было проведено 2 ВКС с участием всех муниципальных образований Республики Коми, а в пятницу с участием всех общеобразовательных организаций. И в течение прошлой недели, уважаемые коллеги, Институт развития образования совместно, конечно, с Министерством методически сопровождает педагогов. И вот здесь мы осознали, что без вас, коллеги, качественного сопровождения не получится. Это, уважаемые коллеги, мы согласовали обращение к вам с Натальей Владимировной Якимовой. И очень надеемся, что вы примете наше предложение, профессиональное предложение, осознавая свою роль, первое, да, как председатели республиканских объединений, но с другой стороны, как граждане Республики Коми и граждане Российской Федерации. И я начну с представления, уважаемые коллеги, ресурса, который был создан для педагогов и родителей Республики Коми. Уважаемые коллеги, на нашем сайте создан ресурс, я его демонстрирую, который носит наименование «Методическая поддержка дистанционного обучения». Данный ресурс уже функционирует, начиная с четверга прошлой недели. Уважаемые коллеги, информационные письма за подписью Натальи Владимировны Якимовой уже ушли, и все педагоги Республики Коми начинают использовать данный ресурс. Я хочу вам продемонстрировать, потому что мы понимаем, что именно ваша профессиональная позиция здесь будет очень важна. Итак, на данном ресурсе представлена информация о всех федеральных, республиканских платформах, сервисах дистанционного обучения. Представлена актуальная информация о вебинарах, который на прошлой неделе проводил Комреспубликанский институт развития образования. А также, уважаемые коллеги, на этом ресурсе можно подать заявку, я вам сейчас продемонстрирую, персональную от педагога, а также от любой образовательной организации. В заявке мы отмечаем, что Институт развития образования, коллеги, и я об этом говорю на ВКС, совместно с республиканскими методическими объединениями готовы оказать
адресную методическую поддержку в различных формах. Проведение вебинаров адресных, ВКС-семинаров, когда подключаются через ВКС-связь все муниципальные образования, либо какая-то должна быть, может быть, адресная позиция. Курсы повышения квалификации в дистанционной форме и другое. Уважаемые коллеги, мы начали получать заявки, их пока не так много, но самое важное, что такая возможность есть. Также на нашем сайте коллеги могут задать вопрос. И мы будем к вам обращаться, конечно же. Если вопросы будут в ваш адрес, мы, конечно, передадим. Нет? Не могу. И далее, уважаемые коллеги, я хочу показать все ресурсы, которые представлены на данной платформе. Итак, уважаемые коллеги, в течение последних 5 дней мы провели экспертизу, уважаемые коллеги. Можно на следующую страницу? Да, ниже спустить. Да, вот. Мы провели экспертизу и сформировали перечень ресурсов, коллеги, для учителей и для родителей. Что же здесь представлено? Внимание обращаю на ресурс для учителей. Итак, посмотрите, пожалуйста, как мы распределили. Представлены региональные ресурсы, федеральные ресурсы по организации дистанционного обучения, ресурсы для организации досуга наших детей. Вы знаете, что это очень важно сейчас, когда наши дети находятся и на каникулах, и, к сожалению, закрыты все учреждения, которые могли организовать массовые культурные мероприятия. А также размещены информационные письма Министерства просвещения. Итак, мы зайдем на ресурс региональные ресурсы. Здесь представлены вебинары Комбис Республиканского института развития образования, коллеги, которые проходили в онлайн-режиме, но есть возможность с ними ознакомиться и в офлайн. Мы сейчас зайдем и посмотрим. То есть, коллеги, там можно зайти и посмотреть. Вот перечень всех вебинаров, которые были проведены. Это вебинары, которые, конечно же, касаются и федеральных ресурсов, Российской электронной школы, Я-класса, Яндекс.Учебника, Учеро и другие. И мы здесь также будем размещать методические инструкции, как педагогу работать с данным ресурсом. Также, уважаемые коллеги, можно вернуться. Напоминаю, что в Республике Коми создана единая система дистанционного обучения. Можно зайти на этот ресурс. На этом ресурсе размещены в дистанционной форме образования. В дистанционной форме размещены образовательные ресурсы для обучающихся по предметам, конечно, наиболее разработанный ресурс по истории, но он требует экспертизы. И вот здесь будет очень важно, Нина Вировна, вижу вас, Нина Вировна, это будет одна из задач наших коллег. Есть по истории, по обществознанию, по биологии. По биологии, к сожалению, я не вижу. По биологии кто-то нет, наверное, никого, да? Есть. Вот, уважаемые коллеги, вот одна из первых задач – это проведение экспертизы данных материалов в разделе обучающиеся, учащиеся, то, что представлено, потому что вы видите, разработчик – учитель. Вот начальное общее образование, посмотрите, еще есть, да, и основное общее образование, то есть по какому языку. Это мы конкретно потом будем говорить. Возвращаемся обратно, я пока только демонстрирую то, что есть. Вернулись. Вернемся. Возвращаемся. Возвращаемся. Возвращаемся.
и зашли на федеральные ресурсы. Теперь федеральные ресурсы, коллеги. Здесь наиболее, коллеги, актуальные ресурсы, которые рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации и прошли внутреннюю экспертизу по свободному доступу. Ну, конечно, это Российская электронная школа, чуть ниже мы спустимся. Это, конечно, E-класс, УЧРУ, во многих проектах Республика Коми участвует. Кроме этого, мы здесь разместили ресурс Профми. Это ресурс, который позволяет, уважаемые коллеги, вам это будет необходимо, позволяет организовать совместно с педагогами, либо если вы педагог с учащимися, онлайн работу. Мы его здесь представили, мы записали вебинар, как работать на данной платформе, и готовы тоже вам более подробно рассказать о возможностях для педагогов. Самое важное, что, конечно, мы планируем адресную методическую работу с командами образовательных организаций, с педагогами. И в этой связи я бы хотела озвучить те задачи, которые стоят перед республиканским методическим объединением. Я сейчас буду озвучивать, и следующие выступления они как раз будут связаны с тем, что мы вам предлагаем с точки зрения профессиональных подходов. Значит, уважаемые коллеги, я знаю, что к вам уже были профессиональные обращения. Нам необходимо организовать на этой неделе во время каникул вебинары для педагогов с участием педагогов-практиков, которые применяют по каждому предмету или уже перешли на дистанционное обучение. Без вашего решения, без представителей РМО, я думаю, неправильно всем будем приглашать педагогов. Поэтому нам необходимо вот сегодня, завтра, чтобы вы таких педагогов направили и согласовали вот с Натальей Николаевной, с Анжеликой Васильевной. Второе. До конца недели, коллеги, нам необходимо сформировать реестр лучших практик по каждому предмету. Именно как реализуются программы или с применением дистанционных технологий, или в дистанционной форме. Что важно? Чтобы эти практики были связаны прежде всего с материалами 4-й четверти по каждому предмету. То есть должны быть понятные пошаговые инструкции, как работать педагогу в 4-й четверти. И лучшие практики, они будут представлены. Но метод рекомендаций, конечно, без вашего участия мы не сформируем. Далее, коллеги, я напоминаю, что для вас основной ресурс, где вы представляете все методические материалы, не только информируйте, когда проходит заседание, но что вы считаете как председатель важно донести до педагогов, это портал «Открытое образование». Этот портал, мы можем зайти, но вы помните, позволяет вам профессионально выстроить общение с педагогами. У вас есть там форумная часть, у вас страничка есть форума, коллеги, поэтому вы можете актуализировать профессиональное общение с членами, прежде всего, конечно, с советом РМО. У вас есть совет, коллеги. Совет утвержден Натальей Владимировной Якимовой. У вас есть члены РМО, у вас есть муниципальные методические объединения. Поэтому вот такие задачи, 4 я обозначила задачи, которые мы сейчас будем более подробно рассматривать. 4 задачи какие? Организовать проведение вебинаров с вашим участием или с участием педагогов-практиков. И эти вебинары должны проходить по графику во время каникул и далее в течение, коллеги, ближайших 3 недель. Далее, сформировать и предложить нам реестр лучших практик. Возможно, это будут ресурсы. Например, мы знаем, что есть ресурсы технологического лицея в Сыктывкаре, есть ресурсы в Иркуте по предметам различным, коллеги.
То есть от вас будет зависеть. Мы можем вам направить, например, вот, почему к Ниневиру не обращаюсь, потому что вот даже на нашем портале очень много материала, но нам бы хотелось, чтобы это была экспертная позиция по биологии тоже, коллеги. Поэтому внимание на это обратите. Поэтому здесь это важно. То есть реестр лучших практик по каждому предмету, который вами рекомендован. Есть предметы, технологии, мы не можем найти материал. Поэтому, конечно, бы хотелось 3 есть, да. Вот, отлично, даже адрес направляйте тогда. Но чтобы я понимала, что Наталья Николаевна, что это, да, действительно тот ресурс, который могут использовать все педагоги Республики Коми. И это только будет через институт за подписью Натальи Владимировны, то есть мы выстроили это профессиональная иерархичность с точки зрения подачи материала. Далее, методические инструкции по организации работы в 4-й четверти. Наталья Николаевна более подробно об этом скажет. И актуализация профессионального общения. Если у кого-то нет чата, вы мне сказали, что чатов нет у вас, например, работа в Вайбере у кого-то, например, мы используем теперь уже Вайбер, WhatsApp для организации сообществ. Тогда на портале «Открытое образование» у вас есть возможность форумного общения, где вы можете давать какие-то рекомендации. Да, поэтому, уважаемые коллеги, я передам слово Наталье Николаевне. Наталья Николаевна, о создании условий для реализации обучающимися образовательных организаций Республики Коми и индивидуальной образовательной траектории посредством дистанционных образовательных технологий. Наталья Николаевна, вам слово. Да, хорошо. И после мы уже какие-то вопросы будем друг другу задавать. Наталья, может быть, вам там удобно будет? Да, может быть, даже так. Да. Коллеги, собственно, постараемся очень кратко сформулировать из тех 4 задач, которые озвучила Галина Владимировна. Я более подробно остановлюсь на 2, а точнее, Александр Михайлович. Да, если можно, не срабатывает. Сегодня почему-то техника нас немножечко подводит. Направление деятельности республиканских методических объединений во исполнении указа главы Республики Коми от 15 марта. Я в своем докладе остановлюсь на 2 направлениях. Я их несколько иначе обозначила, чем Галина Владимировна, но суть та же самая. Первое – это помощь педагогам в переходе на дистанционные формы обучения. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас фактически, к сожалению, работа педагога в дистанционной форме выстраивается, он выкладывает задания и потом их проверяет. То есть и, к сожалению, никаких, во всяком случае, в основном именно к такой форме. И второе направление – это выявление и трансляция опыта педагогического сообщества Республики Коми по организации дистанционного обучения. Спасибо. И в данном случае в рамках первого направления я позволила себе выделить как раз 4 основных направления, какие бы мы вебинары, какую помощь мы от вас бы хотели для наших педагогов на этой неделе. Да. Коллеги, посмотрите, проведение вебинаров фактически предлагаем технологию печа-куча. Почему? Потому что короткое время достаточно, а мы с вами понимаем, что длительные вебинары, они рассеивают внимание, и если проблематика заявлена, например, возможность дистанционного обучения, то вполне вот этих 4-5 минуток для наших коллег с вами хватит. Тем более информация достаточно насыщенная. О чем мы здесь говорим? Мы говорим о том, что в данном случае возможности это ведь не только предоставление заданий и проверка этих заданий. Это ведь и технологии Skype, общение по Skype, по Viber, ProofMe, да, совершенно верно. К сожалению, наши коллеги не пользуются теми технологиями, теми техническими возможностями, которые предоставляют основное большинство образовательных организаций.
Далее, форматы проведения дистанционных занятий. Вот здесь нам нужны и педагоги практики, то, о чем говорила Галина Владимировна, потому что есть педагоги в республике, которые давно уже перешли на эти технологии. У нас и проводят такие занятия и в рамках подготовки к олимпиадам, и в случаях, когда у нас объявлены карантины и так далее. И действительно, и технологический лицей, и физмат-лицей, и Устинск, третья школа, и в Воркуте наши коллеги, они уже организуют такую работу, и фактически они тоже готовы провести несколько вебинаров для того, чтобы и нас с вами научить, и в целом педагогическое сообщество республики. Далее, это та, не побоюсь этого слова, боль педагогов, которая озвучивается на разных уровнях, это подготовка государственной итоговой аттестации. Фактически мы с вами 1,5 месяца не видим наших детей, и мы не можем отследить, не провести ни консультации, не помочь консультативно выявить какие-то пробелы у наших обучающихся. Коллеги, есть огромное количество ресурсов, ну там Решу ЕГЭ и так далее, и ФИПИ, но тем не менее мы не можем отслеживать там, каким образом наши дети готовятся или не готовятся, ну и как они к этому готовятся. Кроме того, опять-таки же, есть практики в Республике Коми, наши с вами коллеги, которые через Google диски, Яндекс диски и так далее, через другие формы организуют подготовку к ЕГЭ, и она более, опять-таки же, посредством ProofMe, общения в скайпе, в ВКонтакте выходит онлайн. То есть эти возможности есть, и нам надо донести до наших коллег вот эту информацию. И очень бы хотелось, чтобы, понятное дело, особенно страдают предметники, те, которые преподают русский язык, математику. То есть это 100% наших с вами детей, кто сдает. И 1,5 месяца, вы сами понимаете, что это достаточно большой срок, на который вот наши дети как минимум уже выпали. И далее ресурсы по предмету. Да, Институт развития образования собрал платформу и федеральных площадок, и республиканских, и наши вебинары, и семинары, но в ряде случаев вы лучше знаете предметные площадки, где дети смогут почерпнуть более подробную информацию, либо наоборот в сжатом режиме, те же самые интернет-уроки, возможно, какие-то. Может быть, вы можете посоветовать детям какие-то, опять-таки же, посредством ресурсы, которые позволят им лучше подготовиться и лучше освоить тот учебный материал, потому что просто читать учебник, ну, наши детки уже не могут, и им это не интересно. У нас сейчас 3 целевые категории, мы формируем перечень ресурсов для педагогов, я уже вам представила, но по предметам, конечно, мы просим направить наш адрес, потому что действительно вы в профессиональном сообществе и понимаете, какие ресурсы можно рекомендовать нашим педагогам. Есть ресурсы для родителей. Если вы понимаете, что есть необходимость рекомендаций для родителей, да, мы тоже понимаем. И 3-я категория – это ресурсы для детей. Вот здесь, коллеги, сразу хочу сказать, что никаких рекомендаций от Министерства просвещения мы не получили. И мы сегодня утром на планерке проговорили с Галиной Владимировной, что желательно, чтобы каждый руководитель РМО представил нам такой перечень. Именно перечень ресурсов для детей. Это очень важно для обучающихся, ну, вроде начального общего образования, основное общее, среднее общее образование. И мы сейчас получаем, в подтверждении слов Галины Владимировны, мы сейчас получаем колоссальное количество звонков именно от родителей, родителей 9-11 классов начальной школы, то есть особенно вот эти вот переходные этапы, родители обеспокоены и тем, как будет подготовлено и так далее, поэтому информационное сопровождение всех этих 3 категорий, оно нам нужно и важно. В рамках 2-го направления, если по первому нет вопросов, то мы, коллеги, нет? Да, ну, итак, по 2-му направлению, Александр, спасибо, Александр Михайлович, то, о чем мы говорили, нам нужны реестр лучших практик. Мы с вами понимаем, что фактически уже через неделю начинается 4-я четверть, и пока мы с вами не знаем, до какого периода дети будут в дистанционном режиме обучаться. Поэтому мы просим вас и через вас, ваших коллег, членов республиканских методических объединений. И сегодня будет подписано письмо в адрес образовательных организаций, где мы попросим наших коллег поделиться своими наработками. В данном случае мы просим от вас предоставить нам информацию, пообщавшись с вашими коллегами до конца недели,
в разрезе вот этой вот табличечки. То есть уровень образования, предмет, класс, учебно-методический комплекс. И вот в этой связи самая большая проблема возникнет, потому что по ряду предметов у нас с вами будет несколько учебно-методических комплексов. И поэтому вот этих табличек будет одна или две. И последняя тема, и после этого, Владимир, да, когда нам ваши коллеги, наши коллеги, педагоги предоставят эти материалы, мы будем обращаться к вам, как раз вот то, о чем говорила Галина Владимировна, для проведения экспертизы. Это очень важно, коллеги, потому что мы в пятницу обсуждали в рамках внутреннего совещания, да, на системе единого дистанционного обучения выложены материалы по истории, по биологии. Но можно ли их использовать во всех образовательных организациях? И нам важна ваша экспертная оценка. Поэтому, несмотря на то, что они размещены, либо нам направили материалы невыборгских организаций, даже мои коллеги засомневались. Поэтому ваша позиция, как лидеров профессионального сообщества, она сегодня очень важна. И в этой связи, например, как предметник, очень много действительно материалов, например, по истории, по обществознанию, но вызывает большое сомнение, поэтому я на себя такую ответственность взять не рискну, и поэтому будем обращаться и к Любовь Анатольевне, и к Нине Евировне, ну и по всем остальным предметам тоже будем, коллеги, к вам обращаться и просить. Единственное, что мы с вами поставлены в такие условия, что сроки очень сжатые, потому что мы должны организовать обучение для наших детей. Да, со следующей недели. После каникул мы начинаем образовательный процесс. Коллеги, ну это вот все по тем двум задачам, очень кратко. И последнее, что хотелось бы добавить, когда вы будете готовить ресурсы для обучающихся, кроме того, кроме предмета, мы вспомним, что у нас есть еще и большой блок внеурочная деятельность по предмету, а это и обучающие фильмы, и опять-таки же, я как предметник буду говорить, например, есть коротенькие документальные фильмы по теме Великой Отечественной войны, по отдельным битвам, боям и датам. И поэтому, коллеги, если вы знаете эти ресурсы, пожалуйста, давайте делиться и с нашими детьми в том числе. Коллеги, сразу хочу сказать, нам не только нужен перечень. Если вы нам предлагаете при необходимости аннотация и инструкция, это может быть методическая инструкция, либо инструкция по использованию данного ресурса, но без комментария. Мы ничего размещать не будем. Мы сейчас актуально выстроили работу, что да, мы разместили, но мои коллеги с вашим участием, они формируют аннотацию раз, методическую инструкцию, пошаговый алгоритм использования данного ресурса. Вот то, о чем мы говорили, например, ресурсы для внеурочной деятельности. Что с этим делать дальше? Просто размещать, коллеги, в этом профессионального смысла нет. Надо продемонстрировать, что мы понимаем, как работать, и дать именно рекомендации. Поэтому еще раз внимание обращаю, ресурс, небольшая аннотация, можно один абзац, методическая инструкция, пошаговый алгоритм, в зависимости, опять же, от содержания ресурса. Если вопросов больше нет, то я благодарю вас за внимание. И третье направление, Вячеслав Алексеевич, вам слово, методическая поддержка при организации обучения с применением дистанционных технологий. Практика Республики Коми. Вячеслав Алексеевич, вам слово. Ну, уже, наверное, все знают этот ресурс edu.rcomi.ru. Так. Что-то совершенно Не чувствую. Давай, в закладочке образования. Ну вот видите, уже тут то, что синим, это скрыто. Просто я под админом зашел, поэтому работает то, что красное. Ну, в частности, вот географический диктант мы проводили на этой платформе. И в закладочке образования. Образование, Саша. Так, что-то куда-то в диктант, по-моему, зашел. Значит, здесь есть для учащихся, ну, есть для педагогов какие-то ресурсы. Для учащихся, ну, по начальной школе ничего нет. Мы там предполагаем выложить учебники по коми-языку, которые на другом ресурсе docs.criro.ru.
кроме язык. Для основного общего образования, ну открывай, значит, ну вот здесь история рабочий вариант, но вот сейчас сомневаются, насколько соответствует в ГОС. Тоже опять же синим, это скрытые ресурсы, они не видны. История практически вся, но на самом деле учителя работают по этим ресурсам, работают с малокомплектными школами. Поэтому надо посмотреть. Вот, значит, как посмотреть? Для этого вы должны зарегистрироваться на этом сайте. Можно использовать как учителям, так и детям. Можно использовать учетную запись от ГИСЭО. И вот внизу, Саш, прокрути вниз, наверное, уже многие знают, там есть регистрация в качестве учителя. На главном, ага, вот, слева зарегистрироваться в качестве учителя на тот или иной курс. Вячеслав Там, Алексеевич, да. сегодня присутствует Нина Евировна и Любовь Анатольевна, сопредседатель РМО по истории обществознания. Это так? Нина Евировна, да? Любовь Анатольевна я не вижу, говорят, что где-то рядышком с Любовь Анатольевной. Поэтому к вам обращение. И еще какие предметы у нас представлены, которые Значит, кроме истории, ну, вот этот должен быть, история должна быть более-менее обновлена. Да. Значит, у нас есть еще география. География, Скорее всего, не обновлена, и тут ресурсы 12-13 года. Посмотреть, коллеги, То есть надо смотреть, да. Биология, тоже, наверное, 12-13 года. Дальше физика, но она пока в старшей школе, но мы выложим и для основного общего образования тоже физика есть. Тоже ее надо смотреть. Ну, пожалуй, обществознание, там один курс, который был, участвовал в конкурсе для 8 класса, там выложено. Так, и по-моему, и еще за страницами учебника там выложены, открой за страницами учебниками, Саш, тоже по республиканскому проекту. Это для подготовки девятиклассникам к ЕГЭ в малокомплектных школах. По-моему, тут по всем предметам представленным что-то есть. Сейчас точно нет, не по всем. Да. Ну вот что по математике есть, потом, ну, то есть это подготовка к ОГЭ. Открой, это ты математику открыл, да? Математика 9 класс есть тоже. Есть русский язык, по-моему, есть. Причем, ну, как бы в некоторых случаях неплохие, на наш взгляд, материалы вот здесь. Потому что, то есть это свежее. Ну и как бы призыв к тому, что, видите, гром ударил, а мы не готовы. Хотя мы неоднократно пропагандируем этот ресурс. Я в течение прошлого года на протяжении практически каждый месяц проводил обучающие семинары. На самом деле этот курс входит у нас в курсы повышения квалификации, работа в Moodle, да? Но я проводил там 2-3-часовые семинары практикоориентированные, то есть надо было выполнить плюс еще задания. Поэтому там вот у нас даже есть площадка. Поэтому, ну, я думаю, со следующей недели мы тоже начнем еще серию семинаров. У нас есть дистанционный курс. Не знаю, откроем, наверное, этот дистанционный курс и опять же продолжим серию практических семинаров. То есть надо будет прослушать теорию и выполнить задание. Поэтому, конечно, мы проводим работу по формированию профессионального сообщества, которое готово работать в этой системе. Мы здесь пока к вам не будем обращаться, потому что есть педагоги, которые говорят, что мы эту систему знаем и мы готовы поработать во благо Республики Коми. Но это не через вас пойдет, это уже через наши ресурсы. Поэтому здесь мы все-таки говорим, что если вы тоже принимаете решение и ваша гражданская позиция, она на высоком уровне развития, то если вы хотите выступить, коллеги, разработчиком, тогда все ваши профессиональные намерения в адрес Вячеслава Алексеевича. Да? Еще упустил, еще там есть ресурс, который тоже в рамках одного из проектов вот запущен в декабре, это
олимпиадные задачи, но это Да. подготовка уже для сильных учеников, они могут тоже себя здесь как бы проявить. Да, и тоже здесь... Учащихся, Саш, учащихся, и там называется олимпиадная Наталья подготовка, Олеговна, там что- представлено 4 предмета. Да, может быть, Наталья Олеговна сегодня присутствует. Наталья Да. Олеговна представляет да, Академию открой, талантов. И здесь мы понимаем, что подготовка к заключительному этапу, она продолжается. Вы знаете, что 5 принято предметов. решение на уровне Российской Федерации провести заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Он будет несколько в другом режиме, но самое важное, что он состоится. Поэтому, уважаемые коллеги, педагоги, которые работают в данном формате, они тоже применяют данную форму. Ну, может, какой-то комментарий, да, что это можно Следует использовать? отметить, что были размещены по 3 модуля по этим 5 предметам, и планируется еще 3 модуля. То есть вот сейчас начнут педагоги работать и выставлять еще 3 модуля. По истечении первых 3 ребята могли получать сертификат участника этих модулей. Таких детей немного на сегодняшний день, но есть. И сегодня разрабатывается проект того, что участники данных курсов будут зачисляться на профильные смены в региональный центр. Вы знаете о таких сменах, которые идут вне конкурса, если они имеют сертификат по какому-либо предмету из данного направления. Поэтому приглашаем, участвуйте, пожалуйста. Саша, выйди еще из моей учетки, выйди. И поэтому, еще раз внимание обращаю, мы сначала обсудили оперативные задачи, а вот с точки зрения стратегических задач, да, начиная уже со следующего учебного года, мы понимаем, что, конечно же, в этой системе должны быть представлены все предметы. И я понимаю, что мы не решим это ни в апреле, ни в мае, но вот такую стратегическую задачу перед руководителями РМО, что мы должны первое найти разработчиков. Такая система работы у нас выстроена, вот мы очень хорошо работали в профессиональном содружестве с Академией талантов, да, у нас был и приказ министерства, поэтому такая работа тоже должна быть организована и благодаря вашему участию. Но здесь мы говорим о задаче стратегической. Сейчас никто не говорит, что мы побежали и мы начали разрабатывать эти курсы. Нет. Мы говорим уже о разработке этих курсов для следующего учебного года. Сейчас мы решаем оперативные задачи, о которых мы вам говорили. Чтобы было понятно. Оперативные задачи и задачи уже на отложенный результат. Уже ситуация, она пока не прогнозируемая. Поэтому мы понимаем, что начиная уже со следующего учебного года мы должны быть всегда готовы к изменению формы обучения. Это уже, это уже будет за вами, да? И пока только оперативное размещение той информации, которая и тех материалов, которые могут использовать в 4-й четверти, да? Пока так. Угу. Коллеги, у нас вся информация, которую мы хотели до вас донести. Сейчас я предлагаю задать вопросы. Мы постараемся, если у нас есть и полномочия, и есть понимание профессионально, мы на них ответим. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Мы сформируем протокол. Все профессиональные задачи, они будут представлены. Мы еще раз их озвучим, и в протоколе они будут, и сегодня в ваш адрес они будут направлены. Но я внимание обращаю. Мы обращаемся действительно к вам именно как к председателям республиканских медобъединений. И вот это обращение, оно связано прежде всего с пониманием сложности той ситуации, в которой оказалась вся система образования. Но мы должны быть готовы, и на самом деле ресурсы профессиональные у нас есть, нам только необходимо активизировать сообщество и успокоить педагогов и родителей, коллеги. Вопросы? Да. Пожалуйста. Вот у нас в университете есть такое понятие по дисциплинам, как персональная база данных. То есть есть, допустим, по истории ведущие центры экспертные, вузы, научные организации, какие-то порталы государственные, ведомственные, которые выставляют эти ресурсы. То есть можно ли вот, вы на этой вашей платформе выставлять ссылки? Просто ссылки. Мы это сделали. Я с этого начала. Это представлено.
Но Я сказала, у вас не все ведь представлено. у нас представлено все, что прошло экспертизу профессиональную. Первое. Рекомендации, которые направлены Министерством просвещения. Ссылок очень много. И количество различных ресурсов, к сожалению, которые не прошли экспертизу, оно очень велико. Сейчас размещено то, что имеет федеральную экспертную оценку, что рекомендовано к применению. Такую работу мы провели. Сейчас задача несколько другая стоит. Поэтому я сразу хочу сказать, что республиканские ресурсы и федеральные представлены для педагогов и для родителей. Но если мы говорим, да, о том, что, например, вот для детей, вот здесь у нас вот к вам обращение, вот для детей, что может ребенок как субъект образовательного процесса сам включиться без помощи педагога, это немножко другое. И вот здесь нам помощь нужна, потому что задача поставлена только сейчас. А можно вернуться, можно на портал демонстрировать. Поэтому, Любовь Анатольевна, это мы уже сделали, и начиная со вторника мы систему выстроили, коллеги. Это было очень, мы работали с утра до вечера, и нам это удалось. Наш методический ресурс. Да, пожалуйста. Ну, извините, правильно ли я понимаю? Вот ссылки есть федеральные и региональные. Мы должны их просмотреть. Нет, их не надо. Их не надо. нет. Мы должны свои продумать То есть по какие, предмету, например, да, как мы детей, видим. да, Хорошо. Возможно ли это ссылка на YouTube? Потому что есть замечательные ролики именно там. Возможно ли это? Тогда должна быть инструкция пошаговая, что вот такая-то тема, подождите, вот то, что мы говорили, покажите, вот то, что мы говорили, тема, и вот здесь есть ресурс, который может использовать педагог. Помните, мы говорили, у нас вот таблица, которую мы просили вас заполнить, вот тема и далее ресурс, вот этот ресурс можно использовать. Он уже не будет просматривать все, например, там по химии, но по такой-то теме, которая проходит, например, в 5 классе, в 4 четверти, вы сразу даете рекомендацию на этот ресурс. Вот это важно, что это не просто ссылка на весь ресурс, а тематическое планирование здесь определено. Поэтому здесь это важно. Тема, Да, вот здесь коллеги внимание обращают, председатель, календарно-тематическое планирование. Вот здесь надо отработать с ним. И вот когда мы табличку представляли, к педагогам зайдите, вот здесь очень важно, вот тема есть, далее, что вы предлагаете по этой теме, вот здесь очень хорошо было бы. Хорошо, я еще дальше развиваю события. Вы предлагаете, чтобы мы сделали реестр лучших практик. Но вместе с тем вы сами озвучиваете, что есть ТХЛ, есть ФМЛИ и так далее. Может быть, реестр вы спустите уже нам. Правильно я говорю, коллеги? Зачем мы будем изобретать велосипед, если он есть? Я скажу, мы формируем данный реестр. Но если вы знаете, и вы через свое профессиональное объединение тоже определите, потому что есть зачастую организации, а мы узнаем вдруг, что есть педагог, который сейчас именно в этой ситуации заявляет о себе как гражданин и говорит, я готов поделиться. Поэтому здесь по поводу реестра мы его формируем, у нас есть работа с организациями, но я обратилась, если есть возможность в этот реестр еще предложить что-то, мы примем это с профессиональным, конечно, намерением. Продолжение тогда вопрос, Галина Владимировна. Я, извините, первый год являюсь председателем, и я не знаю особо хорошо людей, у меня нет всех телефонов, я не знаю, какими техниками и технологиями они пользуются. И в этом сложность для того, чтобы выполнить ваше поручение, я не могу связаться с людьми. Вопрос, как это сделать? Давайте таким образом. У нас есть советы, мы понимаем, кто входит в совет. Потому что когда мы человек, когда мы организовывали РМО, у нас, конечно, была задача создать сеть. То есть у нас есть республиканский метод объединения. Конечно, трудно, кто начинает работу. Есть совет. Совет уже имеет следующую сеть, выходит на муниципалитеты. Поэтому здесь, наверное, зависит все от технологии работы самого РМО. У кого есть сеть, у кого нет. Поэтому мы не говорим, что у всех будет единая технология взаимодействия. Как получается на сегодняшний день? Если получается, хорошо. Если есть возможность провести вам вебинар, либо совместно с практиком, вы знаете, что, например, есть практик, который по химии готов представить формат использования дистанционных технологий, или мы готовы провести вебинар. Я имею в виду, что работа с вами, она все равно будет индивидуальна. Здесь какого-то общего шаблона нет, потому что РМО очень разные. И по взаимодействию с сетью, и по работе в профессиональном сообществе. Я еще раз хочу сказать, что это индивидуальная работа.
вам были обозначены задачи именно как наше видение, как рекомендации вам, в каком направлении мы можем вместе на благо нашей республики сработать. Если можно, последний Да. вопрос. Говорила Наталья Николаевна, печь куча. Что это такое? Извините, первый раз. 20 слайдов по 20 секунд это- каждый, да? Вот Технология. смотрите, Просто я не знаю, что это понятно. такое. Ведь это один из форматов, мы предлагаем таким образом. То есть, смотрите, у нас 10, вернее так, у нас 24 РМО. И в течение этого периода, это каникулярное время, педагоги, они говорят, мы бы хорошо, мы включились бы в вебинары, семинары. И вот нам нужен такой перечень вебинаров, семинаров. Печа куча – это формат, когда очень оперативно в течение 5-7 минут предлагается какая-то информация. Вот педагог-практик предлагает информацию, 20 слайдов по 20 секунд. Второй педагог, то есть это формат такого виртуального сообщества, вот может быть Наталья Николаевна, то есть это то, что мы можем предложить как возможность включиться в диалог с педагогом, вопрос задать, следующий включается и задает вопросы. Вот такая форма. Кто-то принимает, кто-то нет. То есть это тоже на выбор. Как рекомендация. То есть вот сейчас важно, сегодня понедельник, завтра вторник, среда, четверг, пятница, вот в это время как можно больше дать возможности педагогам понять, что они не одни, они в едином профессиональном сообществе. Поэтому форму работы с педагогами можете любую выбирать по своему предмету. Это имеется в виду. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? У меня вот вопрос по поводу технологического лицея, раз их опыт уже имеется. Получается, я вот представляю, к ним еще раз обращаюсь, к директору или вот как? Нет, если вы знаете, что по биологии что-то есть. Нет, есть опыт, но в данном случае пока, вот если мы получим эти материалы, тогда мы к вам обратимся на экспертизу, можно ли их. Вот мне, например, продемонстрировали, мы с коллегами засомневались, потому что у них не по классу, Вячеслав Алексеевич, а у них по темам идет. И выложить все это на единую систему дистанционного обучения, и мы сомневаемся. И, например, мы можем к вам обратиться, у них биология, по-моему, разработана. Это можно, да, вот об этом же. Это можно или нет? Вот об этом идет речь. То есть вы не обращаетесь никому, мы вам можем передать какие-то материалы, и вы нам скажете, да, рекомендуем. Значит, там хорошая информатика. Ну, вот мы, Да. вот Географию я лично информатика, разрабатывала, Вячеслав могу сказать, что с географией будет Сложнее, проблема, потому что да? это мое было видение. Вот об этом же коллеги говорят, что это авторский подход. Поэтому мы внимание обращаем, что когда мы будем получать какие-то материалы, я сейчас использую синонимический ряд, материалы, ресурсы, мы будем вам направлять, можно ли выложить, потому что мы будем выкладывать вот именно на эту систему. Александр Михайлович, я, конечно, с удовольствием бы поработала, если вы выйдете на региональные ресурсы, вот мы будем выкладывать региональные. Вообще, у нас ничего не работает. Ну, мы там готовились. Вот, и мы будем, вот у нас единая система дистанционного образования, и здесь мы можем выложить материал, но мы не выложим, если вы нам скажете, что можно выкладывать. То есть, смотрите, это система дистанционного обучения. Не просто ресурс с инструкцией, а это система. По-моему, ведь в ЛНД тоже есть что-то Но подобное. это мы с этим, еще раз говорю, вам это не надо заниматься. Мы такую задачу перед вами не ставили. Мы говорили о том, что если у кого-то, вы знаете, что есть какая-то практика, ну, например, вы встречались на заседаниях РМО, может, в рамках какого-то профессионального встречания, вы знаете, что это педагог, то вы можете с ним провести вебинар с его участием. И он может продемонстрировать, как он работает. Если есть. Если проблема была озвучена. Мы не имеем понимания, что есть в профессиональных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях. Это все очень такое лоскутное профессиональное пространство. А можно еще вопрос? Да, можно, пожалуйста. Вот вы сказали, на следующий год по предмету Да. найти группу тех, кто будет Да, разрабатывать. если вот они говорят, это не то, что вот это рекомендации. То есть вы понимаете, что вот в это время сейчас вы знаете, что готовы будут разрабатывать курс. Это платно или бесплатно? Это будет платно.
платно. То есть человеку будет за это платить. Потому что я когда географию разрабатывала, это было бесплатно. И вы знаете, я могу вам сказать, я убила большую часть своего времени за этот год, пока я разрабатывала этот курс. Это очень затратно по времени. Да, мы вот сейчас работали с Академией талантов, мы понимаем, потому что наши коллеги подключаются, и мы работаем в этой системе. У нас повышение квалификации в дистанционной форме, записываем видео, конечно, это очень затратно, поэтому мы будем надеяться, что если говорим о полноценном курсе, что это будет платно. Но это говорим о следующем году, это не сейчас, не на четвертый, это не быстро побежали, мы сделали. Вот сейчас нам надо провести первые профессиональные вебинары, надо выйти на педагогов, которые могут продемонстрировать очень оперативно именно свою технологию работы и взаимодействия с обучающимися. Да, коллеги, может быть, вот еще внимание обращаю, какие алгоритмы нам нужны. Большая проблема, педагогов к нам обращаются, то есть у коллег нет алгоритмов взаимодействия. Учитель, ученик, учитель, родитель. И если получится по предмету показать конкретно, что у нас общие, у нас рекомендации нами разработаны, но они общие. Если получится показать, я не знаю как, но по физической культуре, вот как в этот период взаимодействовать, учитель, ученик, учитель, родитель, через те материалы, через те ресурсы, которые есть, будет великолепно. Это алгоритмы взаимодействия. Спасибо. Коллеги, еще есть вопросы? Я понимаю, что хочется профессионально дать оценку ситуации, но мы уже эту болезнь пережили. На прошлой неделе у нас только теперь другая позиция, поэтому сейчас я прошу, еще раз внимание обращаю, все-таки к вам обращаюсь как к профессионалам и как к гражданам Российской Федерации. Это очень важно. Спасибо, коллеги. Анжелика Васильевна направит ваш адрес в протокол. Анжелика Васильевна, я думаю, что вы все профессиональный контакт установили. Будем работать. Да, хорошо. Спасибо, коллеги. Спасибо.